В американских школах пытаются остановить эпидемию новых гаджетов. Этот волчок для пальцев стоимостью от 3 до 1000 долларов крутится в руках миллионов тинейджеров. Устройство на вид простое, оно не имеет ничего общего с электроникой. Вертушки, созданные для того, чтобы помочь детям сосредоточиться на учебе и снять стресс, оказывают на школьников обратный эффект. Учителей новое увлечение подростков сводит с ума. Но это обстоятельство не мешает фиджет-спиннерам набирать популярность. Елена Мещерякова разбиралась в новом рыночном и психологическом феномене. Можно вот так вот вертеть, крутить, двигать. Если закрутить ее, она теряет инерции и умедляется. Можно слегка пошатать вот так вот, слева, справа, вверх, вниз, считай, как держать ее. И она опять закручивается сама. Видеоинженер RTVI вышел на перекур не с пачкой Мальборо, а с парой странных вертушек. Теперь Макс меньше курит и больше крутит. Прикол, что руки заняты. Голова думает совсем другое уже. И плюс это не телефон. Фиджет-спиннер – дословно ерзающий волчок. Ничего особенного на первый взгляд и на ощупь так тактильный детокс для работников клавиатуры. Привычка взамен вредной. Полгода назад Forbes объявил фиджет-спиннер полезной офисной принадлежностью и необычным подарком для тех, у кого все есть. А в мае весь мир будто съехал с катушек. Подшипник с лепестками, 2-3, а то и 5, из железа, пластика и даже фанеры докатился до школ. С подачи взрослых психотерапевты стали прописывать колесики детям с синдромом рассеянного внимания. Моему сыну сказали, что если он будет спиннер держать в руке, он сможет сосредоточиться. Заработают 2 полушария сразу. С больной головы вертушки попали в здоровые руки. Дети от 3 до 13, даже самые звездные, хотят только одного, а лучше дюжину таких катушек во всех цветах и конфигурациях. И любая мать, будь она хоть Гвинет Пэлтроу из Беверли-Хиллз или Маргарита из Нью-Джерси, сделает все, чтобы осчастливить своего ребенка. Мы обошли все игрушечные магазины района, и продавцы на нас смотрели с большим сожалением. Они говорили: и вы за ним? Извините, перед вами 80 человек уже заходило. Мы просто все продали. Свой первый спиннер Захар распечатал на 3D-принтере, а дальше покатилась. В карман помещается, на подбородке вращается. Еще их можно менять и собирать. Только в школу теперь брать не разрешают. Антистресс, суперфокусы, просто крутая штука. Спиннеры раскрутились на рынке с полоборота. На Амазоне это бестселлер номер 1. У школьников вот такой вот гаджет без батареек и интернета популярнее, чем iPhone, который раз в 100 дороже. Но что-то в этой головокружительной истории пошло не так. Каждая 3-я школа США объявила свои классы и коридоры свободными от спиннеров. Если надо что-то крутить в руках, то лучше мяч и лучше на улице. Поскольку это мешает учебе, мы не позволяем приносить спиннер в класс. Если обнаруживаем игрушку, конфисковываем до конца дня. Психологи берут свои советы обратно и одобряют жесткий педагогический ход. Это все равно, что если я тру что-то в кармане или кручу локон, или качаю ногой под столом. Это незаметные движения, которые помогают сосредоточиться. Очень многие дети, с которыми работаем, нуждаются в такой вещи. Но это совсем не то. Эта вертушка требует и визуального внимания. Она действительно отвлекает. Скрепка, ручка, локон и ногти. Конечно, существуют менее безобидные способы борьбы со школьной скукой, но чертова колесико уже не остановить. Эпидемия вышла за рамки медицинских показаний, когда легла на полки игрушечных магазинов. Это могло случиться и 25 лет назад, когда мать девочки с мышечными проблемами запатентовала игрушку, которую можно держать всего 2 пальцами. Но все завертелось, когда срок патента истек, а технология утекла в интернет. Спиннер может сделать кто угодно и из чего угодно. Кто-то воскликнул: «О, я хочу это купить». Я сделал еще 10, потом 100, потом 1000 и понеслось. Спиннер-вирус распространяется сам по себе, как болезнь роста, которая у каждого поколения своя. В 80-е кубик Рубика, в 90-е пружинки радуги, в нулевые тамагочи, в 10-е покемоны. Фиджет-спиннерс не хуже и не лучше. Елена Мещерякова, Владимир Бадиков, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.